Бзыптатәи афункциа хшарҭа иаацқьаны ҩынҩажәа башқәа сахыҵхьеит. Иажәит уи амругақәа. Убарҭ ирыхҟьаны аныҳәамшқәа рзы амашәыр ҟалеит. Амшын Еиқәа фымцамч аусзуҩцәа иаразнак аиҭашьақәыргыларатә усурақәа рымҩаԥгара иалагеит, излалшоз ала ауааԥсыра алашара рырҭарц азы. Из всех тех аварий, которые произошли за этот период, самой такой серьезной, самой системной, можно сказать, в нашей энергетике аварии является авария на подстанции БЗИП 220 киловольт. На территории находятся 3 узловые подстанции. То есть это те подстанции, которые трансформируют электроэнергию из 220 тысяч вольт в 110 и в 10 тысяч вольт. И при выходе из строя, предположим, оборудования на этой подстанции страдают 2 района. Первый район – это Гагарский район, и второй район – это половина Гудаутского района. Соответственно, на этой подстанции вышел из строя 1 трансформатор. Ну, нельзя сказать, что именно трансформатор вышел из строя, в этом отношении нам повезло. Вышел из строя ввод 220 киловольт на этом трансформаторе. Стоимость замены даже одного трансформатора с его повышением мощности более 100 миллионов рублей. И понятно, что эти нагрузки, которые приходятся на это старое оборудование, они обусловлены не только нагрузками нашего населения, но и нагрузками в том числе так называемых криптовалютчиков. Вот как пример, у нас сегодня начало года, и за 2 последних дня мы обнаружили еще 2 фермы, достаточно крупные, которые мы тоже обесточили. Нужно обязательно менять оба этих трансформатора на подстанции БЗИП 220. Мы заручились очень такой основательной и крепкой поддержкой правительства и президента республики. И будем делать все со своей стороны, все вместе, для того, чтобы этот проект реализовался. И будем надеяться на то, что он попадет в инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию. Амшын Еиқәа фымцамч аусзуҩцәа иаарласны афымцамҩан гагақәа реиҭашьақәыргылара рылшеит. Иазгәаҭатәуп фымца лашарада аӡәгьы анхара шаҳҭахымгьы ианаамҭоу уиахәԥса шшәатәу анаҳхашҭуа шыҟоу. Фактически по году при собираемости денежных средств в районе 350 миллионов рублей и при проценте оплаты в 56%, собственно говоря, представьте, что было бы, если бы 100% нашего населения и наших коммерческих организаций, находящихся на территории Абхазии, если бы они платили бы эти денежные средства. Конечно же, эти вопросы решались бы сами собой. Но, к сожалению, большому это тоже достаточно серьезная проблема. И я думаю, что чем дальше, тем больше наше население понимает, что в тот момент, когда они не платят за электроэнергию, они фактически вредят сами себе. То есть мы вредим сами себе. Поэтому в очередной раз большая просьба в зимний период времени, во-первых, максимально экономить электроэнергию, не включать те приборы, которые фактически без которых можно справиться.